Здравствуйте. Основная тема сегодняшней передачи – алкоголизм. В эти дни по итогам 2006 года поступают достаточно противоречивые сведения о развитии ситуации с алкоголизмом в нашей стране и в нашей республике тоже. Ну вот с одной стороны, вроде бы как явно растет доля пива в потреблении спиртных напитков в нашей стране, и это вроде бы как должно успокаивать. Однако специалисты на самом деле считают, что ситуация ухудшается. Разобраться в том, что на самом деле происходит в этой сфере, мы с вами сможем сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Просмотрел еще раз все сообщения, получается, что все они так или иначе связаны с криминалом. Но все по порядку. В городском управлении внутренних дел Якутска продолжается разбирательство со случаем самоубийства одного из задержанных 1 января. По официальной версии, молодой мужчина повесился в камере, однако у его родственников есть серьезные сомнения. Ни о задержании, ни о смерти милиция им ничего не сообщила. Тело погибшего родные обнаружили в морге спустя 10 дней, готовым для захоронения вместе с бомжами. И это несмотря на то, что у погибшего при себе был паспорт. К этому расследованию подключилась прокуратура. И, кстати, о прокуратуре. Сегодня она ведь обзавелась собственным сайтом в интернете. Да, я видел его уже. Он повторяет сайт Генпрокуратуры. Российская, да, совершенно верно. В том числе и в смысле гласности и доступности. Да, и, кстати сказать, вот продолжение гласности и доступности, оттуда любой желающий может сделать заявление, послать вернее, с помощью как раз этого сайта. А это сообщение из Горного Улуса. Здесь в одном из сел, прямо скажем, необычно пострадал один из жителей. Его в буквальном слове переехала машина ВАЗ-2107. Потерпевший так набрался в гостях, что уснул прямо на проезжей части. К счастью, он отделался только лишь переломом голени. Ну ему и в самом деле повезло, ведь, в общем-то, «Жигули» вряд ли смогли бы переехать взрослого мужчину через тело, так сказать. Его. Ну, в отличие от трактора, более привычного вида транспорта для села. Да, и в этом смысле этот случай в самом деле исключение. Но на этом необычные криминальные происшествия суток еще не исчерпаны. Накануне в дежурную часть МВД обратился 73-летний мужчина. Он сообщил, что накануне вечером его сын убил и расчленил 2 человек. Это страшилка из сообщения Главного управления МВД по Дальневосточному федеральному округу. На месте проживания заявленного убийцы милиционеры обнаружили 40-летнего мужчину. Видимо, испугавшись, тот решил покончить с собой и ударил себя дважды в грудь ножом. После чего попытался порезать себе вены на руке. Сейчас он находится в реанимации Якутской городской клинической больницы. А вот о тех 2 расчлененных упомянутых людях там что-то говорится? Правда.ру молчит. Ну, то есть полуправда получается РУ. Получается так. И последнее сообщение тоже не полное. Оно из Москвы. Там в Верховном суде начинается заседание по жалобе экс-главы администрации Магана. Она не согласна с решениями судебных инстанций республики относительно выборов главы Магана и депутатов осенью прошлого года. Якутские суды признали их незаконными на том основании, что Магана нет в реестре муниципальных образований. Маловероятно, что суд вынесет решение сегодня, поэтому и называю это сообщение неполным. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней передачи – к алкоголизации населения. Ну, строго говоря, ничего нового здесь, принципиально нового не произошло. Тенденция по-прежнему восходящая. Вот в результате, по официальной статистике, в России сегодня насчитывается 4% населения – это алкоголики. В нашей республике 2%. Ну вот не знаю, как к этим цифрам и относиться. Дело в том, что получается, вот если им верить, что в России алкоголиков в 4 раза меньше, чем, например, в Соединенных Штатах Америки. Не знаю, как вы, мне в это очень и очень с трудом верится. И невольно даже на ум приходит известный такой каламбур, что наша статистика дает точные данные о приблизительных количествах. Ну, это, строго говоря, шутка, а вот возвращаясь к той самой восходящей тенденции алкоголизации населения. Только что британская исследовательская компания Евромонитор выдала результаты своей оценки продажи вина и водки в России в прошлом году. Так вот, они сократились: вина на 7,5%, а водки почти на 4%. Причем, по данным компании, с 2000 года продажи водки упали уже на 15%, и эта тенденция сохранится в будущем. Зато пиво в 2006 году россияне стали пить больше на 10 с лишним процентов, слабоалкогольных коктейлей на 17%. И к 2011 году, прогнозирует Евромонитор, пивной рынок России вырастет еще больше, чем на 24%.
И у нас в Якутии доля пива тоже возрастает. Она составляет примерно сейчас 62% в общем потреблении спиртных напитков, 22% еще приходится на некрепкие вина и 16 остающихся процентов составляет доля крепких спиртных напитков, ну, главным образом вина, водки, извините. Ну, вот казалось бы неплохо, пиво стали пить больше значительно, чем водки. Однако специалисты считают, что за этой вот, в общем-то, красивой внешней статистикой скрываются очень серьезные проблемы. Переход, вот, скажем, с водки на пиво как таковой, да? Угу. Это действительно решение проблемы или это как? Это не решение проблемы. В принципе, как я говорил, для людей, имеющих наследственную предрасположенность для алкоголизма, им нельзя никакого алкоголя. Пиво, как бы переход, ну, в какой степени? Опять же, мы возвращаемся к той дозе боцмана, понимаете? Если люди будут употреблять пиво в жаркую погоду, оно действительно освежает, оно утоляет жажду. Бутылку пива? Никаких проблем. Но они же употребляют 10 бутылок пива. Это так же самое, как я сказал, выпили 2 бутылки водки, понимаете? Мы не решаем эту проблему таким образом. И у нас пошел пивной алкоголизм. То есть культура питья должна присутствовать. А вот молодежь свою, конечно, мы должны вообще ограждать от алкоголя. Где у нас, в принципе, я вот в университете выступал, они мне говорят, студенты: Михаил Ильич, да мы не хотим нам тоже прийти на эту дискотеку, где эти алкогольные миазмы, эти запахи, говорит, тошнит от них, эти пьяные рожи и так далее. Но куда пойдешь? А больше пойти некуда. Тема альтернативного времяпрепровождения, ну я имею в виду альтернативному сидению с бутылкой пива, в общем-то совершенно другая. Мы, наверное, сегодня ее трогать не будем, а поговорим все-таки больше о каких-то таких медицинских аспектах вот этой самой слабости. В общем-то, те, кто платежеспособен, назовем их так, население, прекрасно знает, что делать в этой самой ситуации. Либо несколько часов отлежаться под капельницей, либо закодироваться, либо какие-то еще другие медикаментозные средства принять. Ну, те, кто победнее, они, в общем-то, решают проблему самостоятельно. А вот медики с профессиональной точки зрения считают, что решать эту проблему алкоголизации, я имею в виду, нужно комплексно. У нас такой менталитет. У нас российская душа непонятна окружающим. Духовно ориентированные методики, духовность российского народа очень высока. И обращение к его душе, к его сознанию играет огромную роль. Это еще Достоевский. Разбор всех этих проблем и так далее. И, кстати, Николаев об этом тоже, первый президент, говорил, о духовно ориентированных методиках, на национальных традициях. Мы тоже сейчас и шаманизм к себе подтягиваем, и гипнотерапию и так далее. Все в комплексе это именуется реабилитацией алкоголиков. Но надо сказать, что в советское время мы, в общем-то, были знакомы с этой формой в виде лечебно-трудовых профилакториев ЛТП. Но вот в диспансере, конечно же, таким вот репрессивным, прямо скажем, путем решили не идти. В прошлом году здесь было создано, открыто, вернее сказать, отделение лечебно-социальной, реабилитации женщин. 25 коек в нем насчитывается. Часть времени женщины там занимаются тем, что работают, а в остальное время лечатся. Ну, в этом смысле, конечно же, диспансер повторил путь, который в свое время предлагал и, так сказать, использовал лечебно-трудовые профилактории. Однако в диспансере пошли значительно дальше. Результат – это, в принципе, отношение больных к тому методу лечения, который проводится. И, в принципе, вот эти женщины, 25, которых мы выпустили, мы же не просто так их выпустили, мы выпустили их туда, в Улусы. И мы сейчас постоянно ведем с ними переписку, как они себя чувствуют и так далее. И наша цель создать там то есть клуб по типу клуба анонимных алкоголиков на национальной основе. Мы сейчас привлекаем к этому комитет по делам семьи и детства. Есть психологи Министерства соцтруда и так далее. То есть надо создать даже небольшую комнату такую, где они могут раз в неделю или 2 раза в месяц собраться. Те, которые пролечились, те, которые хотят, видите, они везут своих. Те, которые хотят поддерживать здоровый образ жизни, чтобы они не были белыми воронами, чтобы они свои праздники проводили, чтобы они поддерживали себя. Вот мы это создаем сейчас. И то, что результат есть, я говорю, мы сделали еще 2 палаты для женщин
беременных, которые, в принципе, хотят родить здорового ребенка. Мы думали, как оно? Опять же, не сделали по телевидению рекламы. К нам приехала женщина ложиться на 8-м месяце, вот с таким пузом. А хочу, и услышала, Чурапчи, по-моему, да, вот. Но гинеколога нет, сейчас мы продумаем, чтобы у нас там был и гинеколог. Вот. У нас сейчас проблема возникла, что делать с детьми. Мы вообще-то проговорили с комитетом по делам семьи и детства, что на время лечения этой женщины дети будут находиться в приютах там детских. Вот. Но уже ко мне приехала женщина с 9-летним ребенком, некуда сюда. Я его положил в отдельную палату, на питание поставил и так далее. Одну излечу, уже будет толк и для этого ребенка, понимаете? Так что в перспективе я вижу, что в принципе у меня может быть будет отделение для матери и ребенка. Так как ребенка разрывать с ребенком нельзя его. И мы с вами уже говорили, у ребенка что же развивается вот эта наследственность. Он чем раньше познакомится с этими приемами психологической защиты и пониманием, что это такое, тем будет лучше. Поэтому я считаю, что работает модель, понимаете? Работает пока. Профилактика детского алкоголизма сейчас, надо сказать, очень и очень актуальна по одной очень простой причине. Дело в том, что у отцов алкоголиков на 50% есть шансы, что их дети будут больны алкоголизмом, а у женщин это и вообще все 75%. Именно поэтому в профилактории, вернее сказать, в диспансере на это обращают очень серьезное внимание. И потому, вот когда они работают с женщинами, то выпуская их, так сказать, выписывая по месту жительства, они затем не прекращают с ними связь. И в частности отслеживают, что с ними происходит дальше. И даже вот теперь такие вот диалоги не редкость приходится в них участвовать главному врачу диспансера, когда, скажем, как с администрации какого-нибудь УЛУСа звонят и просят взять ту или иную женщину, то главный врач в ответ выдвигает одно единственное условие. Эта женщина после реабилитации должна быть трудоустроена силами администрации, чтобы она не осталась одна на один со своим вот этим самым недугом. Ну, вот таким вот образом развиваются события. В общем-то, вот именно если иметь в виду такие вот отдаленные последствия реабилитации, в том числе и по месту жительства, наверное, говорить о результатах пока что рано. Ну, а между тем, доля пива продолжает расти в общем потреблении спиртного в нашей республике. На сегодня все. До свидания.